Грозный. Наверное, несправедливо будет называть его старым, ибо город наш – сердце республики. И старел вместе с нами и молодел, горел и стонал вместе с нами и плакал от боли. Он рос и становился красивым день ото дня тоже вместе с нами. Цена этого города – это цена нашей любви и преданности ему. У каждого человека присутствует чувство ностальгии по прошлому, по детству и юности. По времени, которое было самым светлым пятном в этой жизни, что сегодня сродни трудной борьбе за выживание. У многих из нас на глаза наворачиваются слезы, когда мы видим эти пожелтевшие от времени картины из прошлой жизни. Бесценные кадры из кинофильмов, ставшие уже чеченским национальным достоянием. Многие из них мы видели и не устаем из года в год их пересматривать. Многие мы, возможно, и видели, но не помним. Остальные же уничтожила война. Весь золотой фонд чечено-ингушского телевидения исчез, как все, что нас тогда окружало. Сегодня старый Грозный мы помним именно по этому документальному фильму, который так и называется «Грозный». Его автор, как и автор более 40 фильмов о Чеченской Республике, точнее о Чечено-Ингушетии, это мастер отечественной режиссуры Илес Татаев. Я скажу вам, вот я вам отвечу таким образом. Вы также можете спросить у матери, все мои фильмы, это мои дети, если так можно выразить. Какой у вас самый любимый ребенок? Мать вам скажет, что все. То есть в каждом фильме, в каждый кадр заложено вся твоя творческое желание, энергия создать фильм. Его называют первым профессиональным кинорежиссером Чечено-Ингушетии, основателем национальной кинематографии. Он автор многих кинофильмов, которые разнились в жанрах – документальные, игровые, музыкальные и даже художественные. Но каждый из них был посвящен беззаветной, преданной любви к Чечено-Ингушетии, к народу, из которого Татаев вышел, по его признанию, в люди. Начиная вас узнавать, я понимаю, что кино это для вас не была продукция, это было что-то, наверное, состояние души. Бесспорно. Этим вы хотели, да, сказать, выразить свои какие-то чувства, эмоции. Создавая кино, вообще в первую очередь, чем руководствовались вы? Руководствовался я тем, создавая фильм и уже имея за плечами высшее учебное заведение, я уехал в Москву, уже имея семью, я уехал в Москву учиться, я пользовался только тем, что народу нужно вернуть его не только биографию, его историю. Народу надо было дать понять, что он полноценный народ. Народ был выслан, народ был обруган выселением в Казахстан. Поэтому у меня была душевная потребность. Для меня не было препятствий никаких для того, чтобы... Я считал, даже мой родственник, если он не понимал что-то, не помогал, то я готов был его записать в списке моих врагов. То есть надо было вернуть народу, что он полноценный народ. Сегодня современники знают его как известного скульптора. Искусство, которому посвятил себя Илес Татаев, уникально. До сих пор специалисты даже не могут дать ему название. Аналогов его произведениям в мире нет. Потому и мир признал Илеса Татаева первым и единственным мастером, подчинившим себе столь крепкий, как камень, но живой, как сама природа, кап.
Чувство любви есть у всех людей. У тараканов, у мышей, у всех есть чувство любви. Оно по-разному. Чувство любви, если ты возникло, ты ничего. Ты самый прекрасный человек. Вот это искусство так же рождается, как чувство любви. Он дал любовь. У него много сегодня наград, званий и регалий. Доктор искусств, академик Академии искусств, заслуженный деятель искусств России, заслуженный деятель Чечено-Ингушской республики, член Союза кинематографистов СССР, член Союза художников России. Указом президента России Ильясу Татаеву присвоено звание «Народный художник России». И все равно особая ценность всей этой прожитой жизни – это багаж знаний и опыта, считает Ильяс Татаев. Богатство его – это друзья и коллеги, дружбой с которыми он дорожит по сей день. Потому что тогда, в прошлой жизни, понятие честь, совесть и порядочность имели более глубокий и нравственный смысл, нежели сегодня. Ты художник тогда, когда ты соблюдаешь, сохраняешь обычаи и традиции своего народа. Гиловца, Гуловца, Яца, Бяца, где бы ты ни был, в любой стране, в любом городе, ты должен пройти по улице так, зная, что ты чеченец, заметить любую нацию, это идет чеченец, или это девушка, или этот парень. Это присущие черты необходимы в первую очередь, чем быть кинорежиссером, чем быть академиком, чем быть этим. Это главная необходимость для любого человека, чтобы мы называли себя «домовой Иоанн». Режиссер не судья своим картинам. И не ему оценивать, удались они ему или нет. Но годы даруют нам трезвые взгляда на сделанное. Сегодня, просматривая первые фильмы Ильяса Татаева, видишь в них и изъяны, и профессиональные ошибки, идущие от молодости. И как сказал сам Ильяс Татаев, что он не понимает кокетства иных режиссеров, которые утверждают, что с годами в своих первых работах не стали бы ничего менять. Я бы поменял многое, но многое бы оставил, и прежде всего свежее дыхание подлинных чувств, потрясений, волнений, ошибок. Ильяс Татаев создал более 45 фильмов. Многие из них не сохранились. Обладателями некоторых из них, как «Грозный», «Даймох» и «Ли», художественный фильм «Горская новелла» были две чеченские телерадиокомпании. И сегодня зрители смогут увидеть картины, которые не демонстрировались на экранах телевизоров вот уже более 20 лет. Ильяс Татаев представил нам возможность увидеть то, что нам казалось давно потерянным. Кроме того, здесь будут представлены уникальные кадры из личного архива чеченского кинорежиссера, где мы увидим лица людей, которые когда-то своими руками создавали и чечено-ингушское телевидение, и киностудию, которую некогда возглавлял Ильяс Татаев. Самое, что удивительно, в то время и письма писали, и у нас создана киностудия была. А сейчас никто не знает, была создана киностудия, но началась война. Я был генеральным директором. Сейчас я занялся. Почему? Потому что им и в России, и в Москве не нужна была киностудия. Это сейчас зарождается. Но я говорю, вот вопрос напрашивается. А совсем я забыл кино? Нет. В этом зрелом сделать фильм. Я бы сделал фильм о 9 веке. Почему о 9 веке? Потому что в 9 веке, 10 веке были построены наши... У нас в горах есть готовые декорации. Расходов меньше. Готовые декорации башни того периода. Показать, почему оглянуться в прошлое для того, чтобы не прошлое воскресить, а яснее понятно было сегодняшнее. Сегодняшнее по-настоящему показать истинную любовь, истинное отношение совести и чести мужчин и женщин. В тот период были самый наилучший рассвет наших лучших традиций, обычаев, традиций. Дождь, гирх дождь, лов дождь. Понимаешь, вот об этих вещах я говорю. Поэтому это самый такой период, который бы я бы хотел. Конечно, для этого должно быть, один человек ничего не сделает. Надо, эта помощь должна быть и государству, и республике, понимаете? Потому что ни Мосфильм, никто нам ничего не сделает. Нам нужна своя биография. Мы очень обиженные люди, нам нужно про наши обычаи, про наши традиции, про наши истории. Когда очень много будет фильмов сделанных о своем народе, униженном, высланном не единожды,
Турцию и Казахстан, вот тогда мы возьмемся и за Шилля, за Шекспира, и за Толстого. Вот ты, Ваха. Что ты увидел, когда туда смотрел? Я? Горская новелла «Когда отзовется эхо». Музыкальные фильмы Даймох, Илли, «Эхо в горах», «Войнах», «Голос гор», «Танец жизнь моя», «Память древних бойниц», «Долгожители», «В стране башен» принесли Татаеву и чечено-ингушскому телевидению всесоюзную известность и даже мировую. Не только в прошлом, но и сегодня. Но об этом позже. Вот кадры из личного архива Ильяса Татаева, где он представляет культуру и быт чеченцев в восточных странах. Вот кадры из Иордании, Индии, Египта. Чеченские фильмы не только демонстрировались, но и отмечались ценными призами, дипломами на различных кинофестивалях. Как, например, в начале 80-х в Ереване, где Татаев в борьбе с титулованными режиссерами Советского Союза участвовал в кинофестивале и взял 2 призовых места – 2-е и 3-е. Это был грандиозный прорыв, практически скандальная победа над стереотипами. Страна признала, что и чеченцы могут быть первыми и лучшими, а это через какие-то 20 с лишним лет после возвращения чеченцев из ссылки, тогда, когда наш народ еще не имел государственного подтверждения о реабилитации народа и признании его гонений незаконным и бесчеловечным деянием власти. Нам надо сделать фильм о чеченском народе, потому что о них Москва не делала фильмы. И жди. Нам нужно, чтобы мы снимали фильм и показать всему миру вот этот народ. Как любой цветок. Ты посмотри, на любой цветок он имеет какую-то законченную композицию, законченную форму, какое соцветие. Поэтому наша нация, чеченцы, почему все лучшие поэты очень много писали о чеченцах. Ты посмотри, даже, я, может быть, неуместно, мы говорим об искусстве у Лермонтова. Как четко, кто еще из поэтов за все времена написал так четко, как Лермонтов? Это же русский поэт. Он пишет о чеченцах. «Люблю я цвет их желтых лиц, подобно цвету ноговиц, их шапки и рукава худые, их темный и лукавый взор и их гортанный разговор». Какой образ? Это образ, это творческие люди могут делать. Сегодня, я еще раз говорю, я готов помочь всем, кто хочет истинно заниматься искусством, а не халтурить, не обманывать, не рисовать. Рисоваться не надо. Он влюбился в кино с первого взгляда и на всю жизнь. Первый художественный фильм, который он увидел, о человеке Маугли. Он поразил сознание чеченского парнишки. Главный герой фильма, удачно сыгранный американским актером Джонни Вайсмюллером, стал практически поводом для определения жизненного кредо, позиции, правильной и безупречной с точки зрения морали человека. Как правило, у человека она либо есть, либо ее вовсе нет. Когда я впервые увидел фильм «Тарзан», когда я был совсем юным, молодым, еще в Казахстане, я загорелся стать кинорежиссером. Я понял, что можно создавать фильмы и делать историю своего народа, то есть не делать историю, а запечатлеть в фильмах историю, обычаи, традиции своего народа. С тех пор я мечтал, и все было направлено для того, чтобы я поступил на кинорежиссерский. Я так и сделал. Здесь не важно быть ты первым, не первым. Важно, чтобы у тебя было желание творить в искусстве, создавать фильмы, которые так необходимы для духовности, особенно нашему народу. После увиденного фильма о Тарзане юный Ильяс Татаев решил поступать на режиссерский факультет.
Престижный, как говорится, киношный вуз поразил юного любителя кино. Он впервые столкнулся с тем злом, непобежденным даже сегодня, которое называется блат. В ВГИК и тогда принимали в основном детей членов ЦК. Поэтому многие из них и не стали режиссерами. С этими оценками Илис Татаев поступил на филологический факультет педагогического института в Грозном. Хотя об этом он расскажет сам, но 20 лет назад. На студии чечено-ингушского телевидения с режиссером Татаевым ведет беседу и выполняет роль ведущего кинооператор чечено-ингушского телевидения Николай Куан. С вами от первых работ к последней работе. Я не случайно, сейчас мы показали это село, это ваше родное село. И, наверное, корни вашего художественного восприятия, видения мира тоже лежат сюда, в ваших родителях. Я знаю, что отец ваш был народным умельцем, очень известным кузнецом в селе. Наверное, это его мир, его своеобразного творчества тоже положил основу вашего художественного видения. А как произошла вообще у вас первая встреча с кинематографом? Вы знаете, первый фильм, который вообще-то я увидел, это был фильм «Тарзан». И, безусловно, фильм этот захватил меня, и вот с тех пор у меня была мечта все-таки овладеть этой профессией. Конечно, судьба распоряжается не как бы мы хотели. Путь была иногда тернистая, но кончила 10 классов в Казахстане, вернулся, втянуло кино, занимался фотографией. В общем, я окончил наш университет, окончил факультет филологический, но все равно всякое кино была, и появилась возможность открыли нас на чечено-ингушское телевидение. Я по конкурсу прошел на помощника, значит, устроился помощником режиссера, и потом ассистентом кинорежиссера, делал самостоятельные работы. Пока студент чечено-ингушского вуза прилежно учился, в Грозном открылось телевидение, и он с боями, преодолевая многие преграды, устроился помощником кинорежиссера. О культуре кино, о его формах и жанрах, его законах и требованиях в республике не было тогда понятия. Но была возможность снимать маленькие незатейливые киносюжеты. Илис Татаев сразу снял 10-минутный документальный фильм, который после был отмечен на Киевском кинофестивале. Это событие очень воодушевило начинающего режиссера. Фильм назывался «Ущелье орлов». А вот, кстати, и несколько кадров из этого фильма. На смену одному веку шел другой. Одна война сменяла другую. Византийцы и персы, половцы и татаро-монголы накатывали с неудержимыми лавинами. Он в Киеве, значит, на фестивале получил такой небольшой, но получил приз. Когда мне это определило, я невольно даже скажу сейчас, я сейчас вспомнил слова калмыцкого поэта Кугудинова, что дайте первую удачу. На самом деле, что в кино нужна очень большая поддержка. То есть поддержать его творческий замысел. Особенно первая работа. Особенно первая работа, это была поддержана. И вот, как говорится, после этого, хотя я уже имел за плечами высшее образование, все-таки мне тянуло кино, и я поступил на высшие курсы кинорежиссеров. И с тех пор неразрывно я работаю уже вот 25 лет с кино. В республике, где еще властвовал национальный шовинизм, когда к чеченским специалистам официальные власти относились весьма придирчиво, а порой даже многое им запрещалось, привлекать внимание общественности к чеченскому национальному быту, если открыто не запрещалось, но и не приветствовалось. Татаев воспел в своем фильме войнахские памятники Средневековья, издревле олицетворявшие непокорность горных дикарей, как называли чеченцев еще со времен царской России. Любой народ гениален, особенно чеченский народ, это я могу сегодня говорить. Я горжусь, что я чеченец, горжусь, потому что, я еще раз говорю, не надо рисовать, что я хороший, нехороший, я уже говорил, а фильмы получали призы. Призы получали, потому что там была совесть, там была искренность, там было отношение к моему народу, отношение было к краю, к моей земле, в которой я сам пострадал. Я мальчишка был выслан в Казахстан. Вот это все позволило мне с большой любовью создавать невозможные трудности, преодолевая, создавать фильмы о чеченском народе.
Очень сложным для него оказался фильм «Трудная весна в Атагах». На его создание ушло 2 месяца. Вообще кино на профессиональной телестудии, а чечено-ингушская таковой и являлась, хоть и не имела больших технических средств, но требовала большой самоотдачи. Это не так, как сегодня. День съемок и фильм готов. Тогда у фильма был свой сценарист, режиссер, звукорежиссер, операторы, ассистенты, декораторы. Здесь работали действительно специалисты своего дела. Поэтому фильмы чечено-ингушской киностудии имели вид качественной кинопродукции, которая могла конкурировать со многими фильмами советского пространства. Взять даже фильм «Даймок». Не один пуд соли съели тогда режиссер Татаев и его друг-оператор Николай Куан. Я вот сейчас хочу вспомнить нашу совместную тоже работу, дорогую и мне, и вам, наверное, потому что она настолько многострадальная была, эта картина. Это музыкальный фольклорный фильм «Даймок». Кстати говоря, вот эти труды, которые были затрачены во время съемок и дальнейшей работы по этому фильму, они принесли свои плоды. Вот на Ереванском фестивале, Всесоюзном фестивале телефильмов, фольклорный музыкальный фильм «Даймок» получил 2 награды. Одна, диплом жюри и приз Союза художников Армении как самый лучший музыкальный фольклорный фильм на этом фестивале. Ильяс, вот скажите, вот это, я знаю, что идея создания такого фильма, она у вас давно была в ваших творческих планах. Но до этого не было аналога даже на Северном Кавказе производства подобных картин. То есть были просто музыкальные фильмы или фильмы-концерты в чистом виде, с простым сюжетом. В таком жанре фильмов не было, поэтому всегда я относился вот к тем обычаям вообще-то любого народа. Эти обычаи, которые помогали людям красиво жить, и поэтому надо их использовать, обычаи, ведь они веками создавались. И даже тот период был такой, что чуть ли, беря обычаи из прошлого, чуть ли это не обвиняли в том плане, что чуть ли не из прошлого на сегодняшний день. А ведь забывать о хорошие обычаи нельзя. Поэтому у нас была цель создать музыкальный фольклорный фильм, чтобы эти обычаи, чтобы они жили и сегодня. И даже вы помните, когда была премьера фильма, то нам там даже делали замечания. Да, кстати, вот и спрашивали, как понимать, у вас фильм или восстановление, так сказать, старинных обычаев, обрядов, и тут же машины современные «Жигули». Ну, поэтому в этом плане я как раз и скажу, что на самом деле мы же не фиксировали просто обычаи, а мы хотели, чтобы хорошие обычаи из прошлого и сегодняшние мы связали, чтобы свадебный обряд, мы это делали так, чтобы эти обычаи можно использовать и сегодня. Политические и социальные заказы в кино существовали всегда. В советские времена это звучало как приказ. Было много заказов фильмов о нефтяной промышленности, в сельском хозяйстве и многих других. Вроде тема скучная, но Татаев вносил в нее особую изюминку, сравнивая монтажные установки на нефтеперерабатывающем заводе с космодромом. «Душа должна быть во всем» – это девиз Ильяса Татаева. «Долгожители», «Казино Ам», «Войнах», «Даймок» – это фильмы о бесконечной любви к родине, уважению к старшим, о бережном отношении к окружающему миру, об истинах, которые не требуют подтверждений. И именно потому сегодня эти фильмы – главное и единственное сокровище чечено-ингушского кинематографа. Эта программа записана на очередную годовщину чечено-ингушского телевидения. Это был действительно звездный год для мастера кино. В 1988 году отмечали 50-летие Ильяса Татаева и 25-летие его творческой жизни. И почему я именно хотел поступить на кинорежиссерскую, почему я заинтересовался кино, потому что кино – это то искусство, где можно было бы запечатлеть, создавать фильмы о истории моего народа, о его переживаниях, о его чаяниях. Поэтому я все направил для того, чтобы именно освоить профессию кинорежиссера. Это было очень трудно. Не так легко все дается. Я помню, когда в Москве я окончил высшие курсы кинорежиссеров, когда я ехал сюда, даже многие, он сейчас работает профессором ГИКа, Соловьев, он непосредственно говорил мне: ты почему хочешь уезжать, там у вас киностудии нету. Я говорю, и я помню, когда даже я учился у Рома, Ром мне говорит: киностудии нет, я в то время практику проходил на Мосфильме, я знал, что я все проложу, пусть я меньше сделаю фильмов, но фильмы будут сделаны о моем народе. Умывшись, напившись и запасшись святой водой,
верующие группами собираются для исполнения зикра, ритуального духовного пляса. Лицо – зеркало духовной жизни человека. Если это так, то лица зикристов скажут вам о многом. Ильяса Татаева и как человека, и как творческого работника, и как профессионального режиссера я знаю давно. Человек очень энергичный, необычайно наделенный фантазией, настоящий патриот, человек, который всегда ходит с какими-то новыми идеями. И с этими идеями он делится с товарищами, с друзьями, с близкими. Человек, который всегда что-то ищет, хочет что-то сделать. И мне думается, что если бы каждый из нас вот к своему делу, к своей профессии относился так, как это умеет делать Ильяс Татаев, мы бы очень многое успели сделать. Очень много Ильяс Татаев делает, мы знаем, публицистики. Вот кинохроника, публицистическая кинохроника Ильяса Татаева занимает видное место в нашей истории создания чечено-ингушского кино. Ильяс, и вот как признание, значит, определенных достижений нашего кинематографа явились, значит, показ наших фильмов, ретроспективный показ картин и участие в Днях литературы и искусства Ченгушетии в Москве во время, значит, празднования 200-летия добровольного вхождения Ченгушетии в состав России и 60-летия автономии республики. Я помню, как в нескольких лучших кинотеатрах Москвы и большой вечер состоялся, значит, в лучшем кинотеатре столицы России. И вот хорошо, что кинохроника сняла, да, кинохроника сняла этот материал, и он у нас есть в архиве. Сейчас мы покажем зрителям, как проходило торжественное открытие фестиваля наших фильмов. И эти кадры сделаны в том же году, но уже в самом большом кинотеатре страны «Россия». Здесь проходил кинопоказ чеченских документальных и художественных фильмов. Татаев произвел, как всегда, фурор. В его работах четко и ясно прослеживалась мысль, что чеченский народ такой же уникальный народ, как все остальные народы, населяющие Советский Союз.